В эфире телеканала «Итоги дня». В студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Коротко о темах. В связи с закрытием главного автозимника Якутск-Нижний Бестях сотрудники ГИМС вместе с ГАИ провели совместные рейды по выявлению нарушителей, пересекающих переправу. Расскажем о мерах пресечения. В столице республики продолжается битва с лужами. Расскажем о ходе проводимых работ. Ну а в Нерюнгринском районе обсудили вопросы привлечения профессиональных кадров в промышленность. Узнаем о новых подходах к подготовке кадров. В Ленске прошли соревнования по якутским настольным играм «Хабылык» и «Хамыска». Узнаем правила якутских национальных игр. Профориентация со школьной скамьи для школьников Мирнинского района организовали ярмарку учебных мест. В связи с закрытием главного автозимника Якутск-Нижний Бестях сотрудники ГИМС вместе с ГАИ провели совместные рейды по выявлению нарушителей, пресекающих ледовую переправу. О мерах пресечения, запрещающих знаках и штрафах расскажет Аманотов. Дорожники Саха-Автодор демонтируют дорожные знаки, которые на протяжении 3,5 месяцев прослужили водителям в качестве навигатора на переправе через реку Лена. Именно это предприятие обслуживало ледовую переправу Якутск-Нижний Бестях с протяженностью в 12 километров. Завершение текущего сезона ознаменовано установкой дорожниками знака «Кирпич», который ясно указывает на невозможность дальнейшего проезда по льду. Около 30 штук знаков и 1000 вешек, которые мы выставляли по дороге, сегодня вот убирались все. Выставляем запрещающий знак, что выход и выезд на лед запрещен. Установили знак «Кирпич», сзади вас закрыли шлагбаум. Несмотря на запрещающие дорожные знаки и присутствие сотрудников ГАИ, колонна машин не останавливается. Есть даже смельчаки, которые умудряются ускользнуть от сотрудников. Людей можно понять, ведь в столицу региона многие едут по срочным делам. Но закон есть закон, надо его соблюдать, а иначе нарушителям грозит административный штраф. На физических лиц от 3 до 5 тысяч штраф, на должностных лиц от 20 до 50, а на юридических лиц от 50 тысяч до 1 миллиона рублей штраф. Там со 2 ноября по 12 апреля составлено 45 административных материалов. Все рассмотрены и назначены штрафы на общую сумму 163 тысячи рублей. Таким образом, в Заречье можно попасть по ледовой переправе Хатассы-Павловск. Но и этот автозимник специальная комиссия планирует закрыть в ближайшее время. Конечно, уже оттайка идет, повышение температуры. Будем объезды делать, смотреть и после чего принятие решения. Пока на 17 число. Напомним, со стороны Нижнего Бестяха правонарушителя будет снимать круглосуточная фиксирующая камера видеонаблюдения. Поэтому водителям несанкционированный выезд на переправу грозит не только по финансам, но и грозит по безопасности жизни. Аманотов, Иван Сорокаумов, Якутск. С причала 203-го микрорайона начались перевозки пассажиров из Якутска до Нижнего Бестяха на воздушных судах. К выполнению рейсов по маршруту Якутск-Нижний Бестях приступила компания «Лена Транс», которая выполняет трансфер пассажиров поезда. Компания «Лена Вод Сервис» начнет пассажирские перевозки после 25 апреля. Суда на воздушных подушках будут работать ежедневно по графику с 7 до 20 часов. Напомню, проезд детей до 5 лет бесплатно, дети от 5 до 12 лет минус 50% от стоимости трансфера. С сегодняшнего дня пока 4 единицы подушки. С завтрашнего дня будет 6 единиц подушек. Ходим отсюда с Бестяха на 204 микрорайон. Проезд 2000 рублей. Якутяне активно поддерживают жителей Оренбургской области. Пункт приема гуманитарной помощи работает 11-й день. Первую партию более полтонны гуманитарной помощи отправили вчера утром авиарейсом под номером 475 авиакомпании «Якутия». Очередной рейс планируется послезавтра. Сбор помощи продолжается. Сегодня более 20 предприятий, а также неравнодушных граждан Якутска приносили свою помощь в специальный пункт. В
том числе работники различных организаций. Всему населению Оренбургской области терпение, крепчать. Народ с вами, никогда не оставит в тяжелом, в беде не оставит, поэтому крепитесь. Всегда помогают люди всем в такой тяжелой, в чрезвычайных ситуациях. Ну а в столице республики продолжается битва с лужами. По сравнению с прошлой недельной на линию вышло больше спецтехники, а значит и работы ведутся интенсивнее. Подробнее расскажет Вероника Таюрская. Сейчас мы находимся на Комсомольской площади города Якутска, где силами жилкомсервиса производится откачка воды. В настоящее время ассенизаторская машина поехала на сливную станцию. Ну а мы можем наблюдать то, что лужа разрослась до таких размеров, что она слилась воедино. Участков с избыточным уровнем воды не наблюдается. Ситуация находится полностью под нашим контролем. В случае выявления каких-то участков, где уровни воды завышены, происходят оперативные выезды. То есть ситуация вполне нормальная, проблем не вижу. Сегодня силами коммунальных служб была проведена откачка талых вод с основных улиц города, в том числе и с улиц Ленина, Лермонтова, Дзержинского, Хабарова. По сравнению с прошлой неделей произошло увеличение количества насосных станций до 12 единиц. В целом, с момента оттайки по сегодняшний день у нас откачано свыше 8350 кубов. Из них силами МУП «Жилкомсервис» 4000 кубов и силами подрядных организаций управ 4350 кубов. В связи с потеплением на улицах Якутска продолжается интенсивная оттайка льда, в связи с чем увеличивается и количество рейсов, выполняемых одним водителем. С центральных улиц города Якутска у нас более 200 адресов. Это весь город покрываем мы. В среднем у нас выходит 18-17 машин на откачку ежедневно. Вот из нововведений, года полтора назад мы на каждую машину установили бортовые навигационные системы ГЛОНАСС. И тем самым заранее задаем маршруты, знаем каждая машина где работает, сколько работает, с какой скоростью ездит, сколько ГСМ она израсходовала. И тем самым полностью контролируем ход работ откачки ливневых вод. Сейчас мы находимся по адресу Бабушкина, 9, где в настоящее время происходит откачка талых вод. Данный адрес занесен в реестр затопляемых мест, за счет чего происходит постоянный мониторинг ситуации. Всего у нас по промышленному округу 39 адресов, по которым ежедневно у нас специалистами управы проводятся объезды на наличие талых вод. Талые воды у нас своевременно откачиваются подрядной организацией, управляющими компаниями, а также предприятиями, которые у нас действуют в промышленном округе. Заявки в адрес управы поступают ежедневно по линии ЕДДС. Также наши граждане звонят в приемную нашего учреждения. Все заявки мы принимаем. Все ассенизаторские машины работают в круглосуточном режиме. Заявки принимаются по телефону единой диспетчерской службы, а также по номерам округов столицы региона. Вероника Таюрская, Иван Сыроколмов, Якутск. В текущем году в Якутии ведут 93 многоквартирных дома. В республике идет реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья «Инфраструктура». Объем общей площади составит 152 тысячи квадратных метров. В 2025 году закончится второй этап программы переселения из ветхого и аварийного жилья, который в республике охватывает более 1 100 000 квадратных метров жилья. Должны расселить около 60 тысяч человек. На текущую дату расселено свыше 40 тысяч граждан. В текущем году работа продолжается. Планируется достичь цифры 900 тысяч квадратных метров жилья. В Якутске проходит третий заключительный этап конкурса «Лучший по охране труда». Специалисты из различных организаций выполняют задания, связанные с их профессиональной деятельностью. Финальный этап конкурса проходил на полигоне высотных работ учебно-производственного центра подготовки персонала энергетики. Какие испытания приготовили для конкурсантов, расскажет Александр Хавренко. Затем, чтобы работники на предприятии трудились в соответствии со всеми правилами безопасности, следят специалисты по охране труда. И для выявления лучшего по профессии в Якутске проводится конкурс среди таких специалистов. И тут важны не только теоретические знания. У нас получается 3 этапа, они разного характера. Есть работы, где в замкнутых пространствах, есть работы, где на кровле. Каждый участник должен пройти
этап и на своих этих эмоциях почувствовать, каково это и что нужно сделать, и какие нужно знания иметь для таких-то видов работ. Участники довольно из разного производства, поэтому пытался максимально подобрать для каждых реальные условия, которые могут быть у них на рабочем месте. Специалисты с удовольствием сменили повседневную одежду на робы и каски и с азартом выполняли все поставленные перед ними задачи. Интересный сегодняшний этап. У нас сегодня по работам на высоте, по безопасным методам приема работ на высоте. Также 3 этапа у нас до этого было. Это у нас анкетирование было, предоставление видеоматериалов по теме охраны труда. Также было тестирование на знание законодательства по охране труда и был практикум по подбору средств индивидуальной защиты. И вот сегодня мы находимся в учебно-производственном центре Якутскэнерго, подготовки персонала, энергетики. Специалисты по охране труда – это люди, которые отвечают за безопасность работников предприятия. И чтобы лучше понимать тех, за кого они в ответе, специалисты должны на себе ощутить все сложности и нюансы выполнения тех или иных работ. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Вещание телеканала «Якутия-24» временно приостановят 17 апреля. Также временно приостановят вещание телеканалов НВК «Саха», «Мамонт» и «Радио Тетым» с полуночи до 12 часов дня для проведения профилактических работ. Профориентация со школьной скамьи для школьников Мирнинского района организовали ярмарку учебных мест. Проект реализован благодаря слаженной работе Центра занятости населения, а также средних и высших учебных организаций. Стоит отметить, что данное мероприятие организовано не только для школьников, но и их родителей. Подробнее у наших коллег. Мастер-классы по китайскому языку, встречи с преподавателями СУЗов и ВУЗов, беседы со студентами – это и многое другое организовали для школьников алмазной столицы Политехническом институте. Такую ярмарку проводят для профориентационной работы, для школьников, да, чтобы познакомить с учебными заведениями города Мирный, где они могут продолжить обучение после школы. Может быть, они захотят пойти в колледж, да, колледж представит свои направления, либо могут выбрать высшее образование, пойти в наш институт, и мы расскажем им о наших направлениях, кафедрах, которые у нас работают. Потенциальные абитуриенты, которые стали участниками проекта, на один день погрузились в насыщенную жизнь студенчества. Ребята посещали занятия по выбранному направлению, открывали новые возможности для себя. Я пришла, потому что нам сказали, что здесь будет интересно, что здесь будут курсы по китайскому языку, а это очень интересно. Здесь расскажут про разные специальности, которые преподают у нас в городе, и, возможно, я поменяю свое мнение, но пока что я собираюсь поступать на музыкальное направление. По словам организаторов, подобные мероприятия помогают будущим студентам точно убедиться в правильности своего профессионального выбора. Но самое главное, участникам удалось принять решение, которое определит их профессиональное будущее. Анна Васильева, Мирный. А в Нюрингринском районе обсудили вопросы привлечения профессиональных кадров в промышленность. На одной площадке в Южно-Якутском технологическом колледже объединились учреждения образования, органы власти и предприятия для обсуждения вопросов о новых подходах к подготовке кадров. Подробнее в следующем сюжете. В течение 2 дней проходила насыщенная программа выездного заседания по основной теме – привлечение профессиональных кадров в промышленность республики. В обсуждениях приняли участие 29 директоров колледжей, техникумов и институтов развития, а также руководитель Ассоциации политехнических школ. Потому что мы должны готовить наши кадры уже со школьной скамьи. И как раз-таки эти проекты, направленные на восполнение кадровой потребности наших крупных предприятий, это должна начаться подготовка со школьной скамьи, начиная с профориентации и углубленного изучения отдельных необходимых предметов. Основные мероприятия, сессии и дискуссии прошли на базе Южно-Якутского технологического колледжа, который в прошлом году стал обладателем гранта Министерства просвещения Российской Федерации. Благодаря этому здесь был создан Центр подготовки кадров для горнодобывающей отрасли Якутии. У нас по программам профессионалитета сразу зашло 2100 человек, 600 из которых это цифры только ЮЭТК.
Также мы смогли абсолютно четко понимать перечень профессий и специальностей, которые необходимо завести в профессионалитет. Первоначально их было 9, потом их стало 15. И сразу скажу, что на следующий год их будет 22 с увеличением контингента до 2400. На выездной сессии руководители учреждений образования смогли озвучить свои проблемы, поделиться достижениями напрямую с органами власти и компаниями, обсудить вопросы восполнения кадровой потребности, новых подходов в профориентации для реализации заявленных приоритетов и достижения целей. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В рамках Всероссийской ярмарки вакансий в Якутии объявлена неделя «Время возможностей». В этот период сотрудники Центра занятости и представители ряда профессий ведут активную работу со школьниками. Так, преподаватели Алданского политехникума провели мастер-классы для старшеклассников. Подробности в нашем сюжете. Что включает в себя геодезия участка и для чего предназначен тахеометр? Об этом девятиклассники узнали на одном из профессиональных мастер-классов, прошедших на базе Алданского политехникума. Неделя «Время возможностей», предусматривающая работу со старшеклассниками общеобразовательных школ, была объявлена в рамках Всероссийской ярмарки вакансий. Мы пригласили на сегодняшний день выпускников 9 классов этого года для того, чтобы они могли ознакомиться с теми профессиями, которые представлены, которые на сегодняшний день являются востребованными на рынке труда Алданского района, увидели требования к этим профессиям, ознакомились с учебным заведением, где готовят данных специалистов. В стенах кузницы кадров преподаватели и мастера производственного обучения провели для ребят мастер-классы по 6 специальностям. Школьники узнали массу интересного о контрольно-измерительных приборах, увидели, как вытачиваются маленькие металлические детали на токарном станке, а также ознакомились со сварочными технологиями и попробовали управлять беспилотными летательными аппаратами. Развитие промышленности идет интенсивным темпом, и рабочие профессии остаются востребованными как на предприятиях района и республики, так и за ее пределами. Мы имеем ряд предложений и в целом от предприятий республики. Это и Мирный, это и Лайха, то есть это там, где сосредоточены крупные предприятия. Это предприятия нефтяной и газовой отрасли, как добывающей, так и транспортирующей. Это предприятия угольной отрасли, ну и, конечно, предприятия нашей золотодобывающей отрасли. Совсем скоро старшеклассникам предстоит решать, с какой сферой они свяжут свою жизнь. Многие юноши и девушки всерьез задумываются об этом уже сейчас, и погружение в специфику профессий стало не просто интересным, но и весьма полезным. У нас на сегодня 560 вакансий. Из этих вакансий 60% это рабочие профессии. Как никогда у нас очень много. Это машинисты экскаватора, машинисты бульдозера, водители автомобилей, водители БелАЗов. В ходе мастер-классов ребята узнали множество нюансов о разных специальностях и попробовали самостоятельно выполнить некоторые профессиональные задачи. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. Сегодня в стенах Высшей школы музыки торжественно наградили 14 победителей международного конкурса «Музыкальный Владивосток». Впервые в этом году делегация Якутии собрала с собой гран-при конкурса. Более того, все участники стали лауреатами и дипломантами. Победителей определили среди конкурсантов от школьников до учащихся консерваторий и профессиональных музыкальных исполнителей по номинациям фортепиано, скрипка, духовые и народные инструменты, также вокал. Напомним, с 1 по 8 апреля во Владивостоке прошел международный конкурс молодых музыкантов «Музыкальный Владивосток». Молодежная столица России собрала более 400 талантливых исполнителей из разных уголков России и Китая. Впервые ребята стали принимать участие где-то, наверное, с 98 года начали участвовать в этом конкурсе. И в разное время, конечно, у нас есть тоже лауреаты, но вот в таком большом количестве это впервые, пожалуй, да, и гран-при завоевать на этом конкурсе, это получили впервые. Представлены разные образовательные организации, и китайские коллеги показали тоже хорошую подготовку к этому конкурсу, поэтому нашим ребятам пришлось очень сложно. Поэтому ребята показали выдержку, бойцовские качества и очень хороший результат.
Высшая школа музыки и ее гордость. Уже более 10 лет учреждение выпускает талантливых и известных музыкантов, которые в свою очередь стараются не забыть свою любимую школу. Для многих из них в этом году долгожданным станет событие – начало строительства дополнительного объекта для учреждения. О том, чем занимается школа, смотрите в сюжете Дарьи Короленковой. Действительно, Республиканская школа музыки за годы своей творческой деятельности создала новую культурную и духовную среду не только для учеников, студентов, но и для преподавателей. Многие выпускники школы преподают и вносят свой собственный вклад в историю. Так, известный композитор Николай Михеев вернулся в свои родные стены после обучения в Санкт-Петербурге, чтобы преподавать для юных музыкантов уже в Якутии. Я патриот и обязан был открыть факультет композиции. То есть эта миссия у меня прямо сидела давно. И в скором времени, мне кажется, с открытием нашей новой школы мы откроем уже полноценную кафедру композиции. Специфичная специальность, то есть мы сочиняем музыку. То есть, а научить сочинять музыку, говорят, это невозможно. То есть мы просто направляем. То есть даем какие-то базовые теоретические знания. Школа носит имя Василия Босикова неспроста. Он внес большой вклад в музыкальный рост учащихся, приглашая ведущих музыкантов со всей России, чтобы обучать детей. Сейчас же одним из ключевых событий стало получение одобрения строительства второй очереди комплекса зданий Высшей школы музыки. Президент страны Владимир Путин поддержал инициативу главы Республики Арсена Николаева начать это строительство. Для Николая Михеева же это событие станет по-особенному важным, ведь именно ему удалось встретиться с ним в 1999 году. Сказали, опять даем концерт очередному гостю. А этот гость оказался Владимир Владимирович Путин. И я исполнял перед ним свое собственное произведение «Росана», которое в будущем я еще оркестровал. Нам же строительство новой школы очень долго не поддерживали. И вот недавно Владимир Владимирович Путин сам сказал, чтобы через год буквально школа уже была. В Высшей школы музыки учатся 289 детей, а в начальных классах 70 будущих музыкантов, что является хорошим показателем роста численности обучающихся. Для них в школе есть все самое необходимое. Каждый год мы набираем много талантливых детей. В этом помогают наши проекты. Это конкурс «Новые имена Якутии». У нас есть фирменные школы, у нас есть фирменные детские сады, в которых мы постоянно проводим прослушивание. Самое важное в любой школе – это его юные ученики. А в данном случае это юные музыканты, которые в будущем могут стать знаменитыми и интересными исполнителями во многих, не только в Якутии, но и по всей России. Привет, ребята! Привет! Какой вы класс? Третий! Как вам обучение? Кто расскажет? Отлично. Мне нормально. Очень хорошо. Я горжусь выпускниками, всеми выпускниками Высшей школы музыки, потому что то качество, которое дает школа, все музыканты востребованы. То есть играют и в Германии, и в Мариинском Большом театре. В скором времени для юных музыкантов откроется новая глава их профессиональной жизни. У них будет возможность учиться в новом здании уже через 2 года. Долгожданную первую сваю на строительство планируют поставить уже 27 апреля. Проект предусматривает возведение нового учебного корпуса на 240 учащихся с интернатом на 150 мест. Дарья Короленкова, Джулустан Иннокентьев, Якутск. В Ленске прошли соревнования по якутским настольным играм «Хабылык» и «Хамыска». Турнир проводился впервые, он собрал более 20 жителей города, увлеченных этим видом спорта. Ознакомилась с правилами якутских национальных игр и наша съемочная группа. Каждому участнику был выдан комплект лучинок – 30 штук. Это палочки длиной 16 сантиметров, шириной и толщиной в несколько миллиметров. Игра длится в течение 2 минут. Правила несложные, но сноровка нужна. Побеждает тот, кто поймает больше лучинок. Сперва вот так берем, а потом должны подбрасывать и тыльной стороны должны ловить. И ни одна лучинка не должна на столе валять. Вот все должна быть на руке. И
еще раз подбрасываем, и из этих 30 лучинок надо одну поймать, умудриться поймать. Поймать 17 лучинок удалось Августине Григорьевой. Женщина с азартом подкидывала раз за разом комплект хабылыков и радовалась, когда количество удержанных росло. Давай. Когда ты играла, старость не радость. Давай. Как же папа. Августина Михайловна, можно смело сказать, профессионал в этой непростой игре. Вообще-то я якутка, и мы этим делом занимаемся с детства. Мы играем, да? Ну вот последнее время так в стороне, а потом начали играть, я стала играть чуть-чуть. Сложно сидеть, а просто заниматься надо. Аида Рославцева второй год увлекается этим видом спорта. Обучается дома. Принимала участие в нескольких соревнованиях за здоровый образ жизни, проводимых в селе Артанахара. В этот день пришла просто посмотреть, но не удержалась. Решила посоревноваться с соперниками. Первая попытка получилась не очень удачной, но женщина не расстроилась. Руки работают потихонечку. Как оцениваете себя вот сейчас? Пока начальный уровень. Свой уровень, то, что я выполняю дома, нет, конечно. Да, у меня 10-12 получается, здесь я всего лишь немножко набрала. Поэтому здесь обычно аудитория сама по себе влияет. Главное не победа, а участие. С такой целью пришла сюда и Марина Казакова. Я вот первый раз пришла просто поддержать наших ребят, наших женщин. Просто поддержать. Но решила в итоге поучаствовать. У меня просто 5 и 2. 7 получилось. Ну вообще как впечатление? Очень интересно, очень. Игра хабылык требует хорошей координации движений, быстрой реакции и сосредоточенности. Она помогает развивать моторику рук, улучшает координацию и тренирует концентрацию. Об этих особенностях игры рассказал нам тренер. Сегодня все участники показали неплохие результаты. Есть интерес ленчан, значит, будут и достижения. На следующий год лучшие будут представлять Ленский район уже на республиканских соревнованиях. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Таким увидели уходящий вторник наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в дальнейших эфирах.